Ну, мы работаем с 26 сентября, это через несколько дней после начала частичной мобилизации. Кто знает, мы до этого в 2021 году также самоорганизовались по тушению лесных пожаров, создали общественный добровольческий штаб. И эти активисты, мы всегда вместе держались. Например, в прошлом году мы обучали добровольцев по всей республике в рамках гранта главы республики. Обучено было 500 добровольцев в 16 районах. Из них 12 по гранту, а 4 мы уже сами уже продолжили эту работу. И вот эта группа у нас продолжала работать, и в WhatsApp наши женщины, конечно, заволновались, сказали, как же так, наши ребята уезжают практически не оснащенные, без одежды, и с продуктами у них там тогда были перебои. Давайте как-то поможем. Опять как при тушении лесных пожаров мы собирали, консолидировали весь народ в поддержку наших добровольцев, которые тушили лесной пожар. Давайте сделаем то же самое сейчас с добровольцами, точнее с мобилизованными, те, которые поехали. И мы, конечно, отозвались, создали вот этот штаб. Позже меня выбрали председателем. Здесь есть женщины, которые работают прямо с первого дня. Вот это Анна Николаевна Ефимова, Ирина Егоровна Савина, она работает отдельно в швейном цехе, тоже вместе начинали. Дарья Сергеевна Яковлева тоже с самого начала. То есть многие тут с самого начала работают. Первое время мы работали без выходных, потому что когда нам спрашивали, говорили, как же вы не отдыхаете, вам же надо отдохнуть. Мы понимали, что да, надо отдыхать, но тогда нам прямо такое волнение было, как мы можем отдыхать, когда ребята там в окопах, и поэтому мы работали без выходных. Но потом чувствую, что уже страшная усталость наступила, без выходных работать, и мы уже здесь до часа ночи бывало работали. Но потом все-таки приняли решение, что давайте все-таки находить время для отдыха, и поэтому режим немножко И потом как-то население уже привыкло, потому что все-таки по будням работаем до 7 часов вечера. Правда, мы все равно позже остаемся. Но за это время мы направили более 50 тонн, я вот уже примерно так считал, это более 50 тонн, это не железо, это 50 тонн, это в основном одежда, спальные мешки. То есть представляете, какой-то объем. Вот это помещение несколько раз можно было заполнить его. Все это мы отправляли благодаря авиакомпании «Якутия», аэропорту Якутска. Он тоже с нас, авиакомпания «Якутия» бесплатно возит наш гуманитарный груз. Авиапорт «Якутия» терминальные сборы с нас не берет. Более того, у нас наладились отношения и с аэропортами других городов. Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва. В Москве, во Внуково нам дают скидку 75%. Это тоже поддержка того, что мы отправляем в зону проведения СВО. Анна Николаевна Ефимова демин, штаб ахыллыгыттан олебеттер балаган айын сүрбе 6 күнүттен 2 антын сүрбекке хылтан үлелибин. Антын манна бастан опускам кемери үлели кирбитим. Ол кенниктен антын устунан калан үлебиттен командирован. Ол күндүкөнтөн бем эфтисерия үлелибин. Онна антын бирген бу манна антын командировка хаджабын. Антын эпитим күнді балаған айыттан күндігінер жылы үлелі хаджабын сопредседатель. Мен манна антын асынны жан ағабыт сәкен бартын тұтабын. Ана соққа бұл қолыбыра апорны пуңа барар ане гурухы бартын манна териян опокопкалан итабыт. Оннан тана соқтыбыт бұл волонтердар кіттілі хебе. Аны білген шуене сық ахамбыт аме шуеянларын күнай манна массына тақтыр батын көрдік. Антын шуене сық тегенече үлелерін қатшебіт. Ол көрдік антын материал көрдіхебет. Аны бартын көріші манна көрері дұлбыт. Манна бихақы білген киссел болбата. Наха әлбіқуға контрагынан доброволехнан бара тураллар. Ол көрдік күңе сүрбә кие оғы барар.
Onu bihiги biha nehlenye ağlar bunlarcı. Canlar bildilen canlar ağalanlar taŋassap. Onu kulabıra üksüger ete pensiyonerler kelirler. Olihin antan naskı turusu keyin ağalanlar gibi kurduk. Olihin osonnoy taŋaspıt büte turur. Terinteler yenite ağalanlar. Улаханнары антын үрүзәк берсеген агандар төкөт гайдары биле оннуны инагынлактарына колобра биһиге күнне тепитен күндү сүддеген огобара олиһин тийбе таңаспы топсенен тийбе онун тына дөсө жантын кимбегемете техекалларынан көмөтө оңорун онна оголар бутур күз көмө болокайын кирек болокайын Üşey tınlaq bullaqtırına oğlan bu türgenlik keliyektere köyen katın. Ну и кроме этого, можно сказать, что непосредственно вот в этом зале, где я стою, проработало более 900 человек, это почти 1000, наверное, уже человек уже скоро будет, которые непосредственно сюда приходили, что-то делали. Кто-то там, кто-то шил, кто-то, значит, краил, кто-то там, не знаю, вязал маскировочные сетки, кто-то собирал блиндажные окопные свечи, кто-то просто упаковывал, таскал эти коробки. Нам очень сильно помогает служба спасения нашей республики. Ребята, иногда бывает, что 4 тонны нужно за раз отправить, и нас не хватает тут просто. Молодежь нам очень сильно помогает. Центр по работе с волонтерами, волонтеры Победы, волонтеры-медики. Очень такая сильная работа. Вообще у истоков создания нашего штаба была еще и общественная палата. Общественная палата очень активно работала. Она даже первое время эту отправку она взяла на себя. Потом уже я перехватил, и мы начали уже сами справляться. Ну и с правительством очень плодотворно работаем, со службой спасения, с Государственным комитетом по обеспечению жизнедеятельности населения очень четко работаем. Штаб, оперативный штаб республики под руководством Дмитрия Дмитриевича Садовникова, с ним мы тоже постоянно на планерке хожу, ставлю вопросы, эти вопросы решаются. Где-то мы помогаем, где-то нам помогают, поэтому при взаимодействии с бизнесом, с органами власти, с общественностью удается пока консолидироваться. Но в последнее время... Иванова Ксения Ивановна. Балаган хүббагас күнүттен олорубун манна бар. Почти кудай кетто келен комуна хөбүт. Медин бу тон бу жылтаныла бу истенерге олорубут. Маннатын истикер бу көрөргү курдук тегербит элбе костюмдери тегебит, ардактан көмүскүрү дердибиттери тегебит, арахне костюмдер. Онна туахтан жон көмөтүнү, жон таңас агыллактан ону тегебит. Проблема хо бе жон көмөтүнөн олоробут, ону буллаттан жон көмөлөстөгүнө таңасыгын агыллактан ону бе тегебит. Хорогор буллаттан туах материалын хок буллаттан кратикол атын өлөнөн жарыктанабыт. Онтон таңас бар боллары искалырып. Аттан онны кулахан вакытта диен хуатта сакаса табатага диен суох. Онтон кехеке халыннагына тугу бартын сатыян сеп, оннан ол өскөтүн көмө оңорор болдакына ону чөйдү качестволактык оңоруктакын диен табии бары бир гөндүк бир сананын түмсен үлели көмөлө халырып. Но в последнее время, конечно, активность немножко упала, не так много стали вещи переносить. Возможно, люди просто устали, но, к сожалению, в последнее время стало очень много уходить новых. И после отпусков уезжают, и после ранения, и новых ребят, которые уходят, они тоже все без ничего уезжают, поэтому мы стараемся каждому помочь. Вы знаете, у нас даже возникли какие-то спорные моменты, когда человек приходил и говорил: вот у меня фотографии, вы тому человеку это дали, а мне этого не дали. Почему такое возникало? Понимаете, да, до обеда нам принесли, бабушка принесла нам там перчаточки, какое-то предприятие принесло наколенники, тактические перчатки, балаклавы. После обеда человек 20 прошло, они закончились.
и кому-то не достается, ему зато другое что-то досталось, что-то в этом мне кто-то еще что-то принес. Вот, и поэтому здесь нет такого, чтобы мы для кого-то больше давали, для кого-то меньше. Просто что есть, нам не жалко. Мы стараемся каждого, ну, каждый, кто уезжает, это наш брат. Как бы мы ни относились к политике, там, к тому, что происходит на театре военных действий, да, это наши братья, это наши родные люди, наши земляки, многонациональный наш народ республики. Мы все, как одна семья, должны поддерживать своих братьев. Мен бу Яковлева Дарья Сергеевна демен бу суво сагам устап бу кана сагам yoktun kamerabin benim ketbişim kamerha ona bayastar puslar bir tağattı gelmiş kamerhan bana çadır bolabı şuyalar put şuyalar manna kim bağlakkan löyür kalan löyler manam baralar onu material nadı yakol material putagaya jonlar tohtar Takora jonlar put kemale hazır kim papse jonlar naha kemale hazır onu mana aladılar tohtarların belirli bilirler atakal ediyorlar kendilerine papse jonlar ettiler biha toh material nadı onu toh kemale hazırlar men nadılar istenenler nadılar Onluk mihana var onu baraka halın mutluluğu kemale habet kim bu kadınlarından bayastar portakal buralar ütüyeni bakarıp köyünde bakarıp onu vecibaka sütbaka eterin kalalları bakarıp. Ну вот на вопрос о том, почему такая ситуация происходит, почему мы здесь работаем, а не Министерство обороны их полностью обеспечит или там государство. Ну вот так вопрос, наверное, стоит задавать где-то там, не знаю, в кабинетах, не знаю, Государственной Думы, может быть, где-то в правительствах, на заседаниях это должно обсуждаться, решаться. Но мы, простые люди, должны на это смотреть немножко по-другому. Вот во время Великой Отечественной войны наше население не думало, вот почему кто-то там когда-то не справился там с этой задачей. Он понимал, что сейчас наша помощь нужна, и мы им должны помогать. То же самое должны мы делать. А сейчас наши братья, так получилось, что где-то кто-то там не подготовился или что-то сделал по чьей-то ошибке или по чьим-то, не знаю, просто упущению. Второй вопрос. Сейчас что я могу сделать, помочь? Не обвинять, не находить виноватого, да? А потом говорить, ну, ребята, вы там голодаете или там, простите меня, там без одежды ходите, потому что мы нашли виноватого, да? Нет, вот мы можем помочь, давайте мы будем помогать. И хотелось бы все-таки общество наше больше включилось, потому что есть ребята, которые говорят, это не наша война, это не вообще это, мы не будем в этом участвовать, потому что мы правильные какие-то там цивилизованные, там европейские какие-то. Нет, мы должны помогать. Это наше, как сказать, вот, это же наше сообщество все-таки, мы одна республика, одна страна, мы должны помогать. Даже сейчас вот произошла такая опасная ситуация в Белгородской области. Люди вынуждены были бежать с своих насиженных мест, где они жили нормальной жизнью, как говорится. И вот этот человек, этот беженец, он практически без ничего со своим ребенком оказался в чужом месте. И в этот момент мы тоже можем помочь. Поэтому мы тоже сделали призыв. Давайте поможем жителям Белгородской области, которые вынуждены вот сейчас лишиться всего, что у них было. Поэтому мы сейчас тоже продолжаем сбор вещей для них, там, в том числе там, детская одежда, там, не знаю, посуда. Ну вот что бывает с беженцами, вот, в чем они нуждаются? Здравствуйте, я Скуратова Светлана Дмитриевна. Пришла помочь нашим бойцам, защищающим нашу страну, нашу родину, нас всех до единого. Плетем вот эти вот сетки защитно-маскировочные. Сетки очень-очень нужны нам, нашим военным. Нужна нам маскировочная ткань, вот в таких оттенок болотных. Можно, если у кого-то нет таких оттенок, что-то принести, можно принести деньги. Здесь купят это все. Потом нам здесь специально люди сидят, режут на такие полосочки. И мы плетем эти сети, защищающие наших бойцов от этих, которые летают, как квадродоптеры или как-то квадродоптеры, очень спасают их жизни. Я хочу обратиться лично ко всем, кто меня видит и слышит. Пожалуйста,
придите, помогите готовить вот эти вот сети, рук не хватает. Вот пришли у нас мальчики совсем юные во время каникул. Приходите, девочки, мальчики. Я очень прошу оказать помощь нашей армии. Добрых людей очень много. К нам приходят люди вообще маленькие возрастом, прямо со своими бабушками под ручку. Нам приходит мальчик-инвалид с детства, и он от своей пенсии отдает 5000. Я приезжаю, мне женщина звонит, говорит, я не могу прийти. Я приезжаю домой, она меня на инвалидной коляске встречает. Ну, таких несколько от инвалидов. Я выезжал, они мне просто вот выдавали новенькие вещи для наших ребят. Сюда бабушка приходила, которой 90 лет, она плела сети. То есть возраст, там, социальный статус, это есть богатые, которые очень много денег дают, точнее не денег, но вот покупают вещей на большую сумму. Кто-то афиширует, кто-то прячет свое имя. Ну, это у каждого свое. Но мы говорим, давайте я вас сфотографирую. Это, говорю, нужно для того, чтобы люди подумали. А то люди подумают, да никому это не нужно, никто им не помогает. А если мы будем фотографировать, показывать, что вот это живой человек, может, ваш сосед пришел, помощь принес, люди другие подумают, слушайте, хотя бы задумаются, а может, и я тоже могу что-то им помочь, принести ту же ткань зеленую, например, старую, которая ненужная, ее можно разрезать и на маскировочные сетки отправить. Это ребят спасет. Может, у него какие-то деньги есть на покупку, не знаю, там, квадрокоптеров, там, тепловизоров, этих антидроновых ружей. Мы сейчас занимаемся именно, вот акция наша «За мирное небо» — это антидроновое оружие, чтобы так вот ребят просто вот этими стаканчиками с гранатами не забрасывали в окопы, вот, чтобы антидроновое оружие хотя бы защитить их жизнь. И вообще каждый из нас здесь, мы не только вот каждый день молимся, да, за то, чтобы они вернулись живыми, здоровыми и с любовью в сердце, потому чтобы нашли здесь, у них с работой было все нормально, чтобы они не обозленные приехали, чтобы у них в семье все нормально было. Но мы еще каждый раз, когда вот что-то вот, маскировочные сетки, вот эти свечи, даже одежду теплую, которые, чтобы там те же медикаменты обезболивающие, чтобы у них даже голова не болела. А то, если человек, какой-то у него дискомфорт будет, он вдруг, у него что-то вот с настроения упадет, дух упадет, внимание снизится, и он уже будет быть легкой мишенью, он может погибнуть. А если он будет собран, если он будет чувствовать нашу поддержку, тогда у него больше шансов живым вернуться домой. Мы вот в этом направлении хотим, чтобы как можно все наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Вот это наша цель, ради этого мы и работаем. Я хочу, чтобы все тоже так же думали. Вот каждое изделие, которое у нас здесь происходит, оно решалось, наверное, кровью и потом. Да? Это ребята, которые участвовали в боевых действиях, они, каждый из них говорил, вот так лучше делать, вот эти сетки, которые таскают, лучше так сделать, это будет удобнее, лучше вот так сделать. Вот эти повязки, которые вы видели, да, с одной стороны красные, с другой стороны белые. Вот те, кто штурмовики, они использовали там красные повязки. Те, кто ближе сюда, они вот их белые повязки, поэтому их двусторонние сделали, начали шить. Вот эти же колпачки на стволы автоматов, чтобы в них грязь не забивалась, потому что если грязь забьется, автомат разорвет. Это тоже вроде какая-то мелочь, но это подсказали наши ребята, которые оттуда вернулись в отпуск или после ранения. Поэтому каждое изделие, которое мы что-то вот здесь шьем, сделаем, приходит, корректирует, ребята говорят, вот у нас там очень много дождей идет, нам вот эти плащи нужны, дождевики, вот мы шьем дождевики. Материал должен быть такой, не натовской расцветки, а вот нашей расцветки, потому что, то есть, очень много нюансов, которые подсказывают ребята, которые сами непосредственно там находятся. И вот эти технологии, ну, конечно, те же самые маскировочные сетки, у нас были ошибочные сетки, к нам с районов присылают, немножко не так связанные, но они старались, они что-то делали, это можно где-то исправить. Поэтому у нас есть специальная даже книжка там
Ижевская, по-моему, там, где вот расписано, как должна вязаться маскировочная сетка. Есть очень много способов. У нас открылся филиал еще на Короленко 6. Там девушки чуть-чуть другим способом. Они вот такие маленькие сеточки делают, индивидуальные, на метр на 2, например, да. Но могут и большие шить, вязать. У нас побольше, там, на танки, на оборудование, может быть, на блиндажи закрыть. То есть вот такая консолидация всего общества и технологии вот эти, они через наших ребят, которые вот это прошли сами через это. Я хочу обратиться ко всем жителям нашей республики. Если вы вдруг примете решение оказать помощь, то направьте материалы, ткани. Ну, я понимаю, что ткани, лекарства, все это одежда здесь стоит в магазинах намного дороже. Мы же это хотим покупать более-менее там, в дешевых местах, там, в аптеках нам дают специальные скидки. Поэтому правильно будет, если вы будете направлять деньги либо на... Ну, лучше, конечно, отправлять на счет Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса. Вот, я это тоже размещу, их реквизиты. И можете на карту, привязанную к мобильному телефону. Вот. Кроме этого, вы можете еще нам приносить одежду. Значит, ребятам нужны берцы. Это очень дорогая обувь. Берцы военные, легкие, резиновые сапоги, рюкзаки, спальные мешки, коврики, сидушки и много-многое другое. Көнді бидді лақтырым, беге қық барынан көміліға түйет уатыр бітер специальная военная операция хедері оғырға. Она беге бияға кәліңет мал ағылақтынытын беге үйренен оғыларға ұтықпыт әте. Окудуктун атактаңга берцы, рейневе хапыгы, рюкзактар, спальный мячиктер, ковриктар, тактическая перчатка, наколенник, налокотник. Тонтун кых парнтун агала булахатти. Онтан характер буланна магынтан тласпакагат, ол бир магыннарга ырхан багынлах булачыны бихи арычевчики хосири буламыт аптекалаттан хол бир бияга скидка оранда бихи ол же хатчыга будан элбах эми атлайакытын хеп. Ол кудуктан расчетный счет битер эхиги хатчыгы тактына бихи ол хатчыны өйдяхтык туханак битете. Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса. Он телефона прикрепленной картага эмегите хотам хеп.